Дорогой, любимый сын, дорогая драгоценная дочь, я хочу установить прямую связь с сутью твоего существа, углубляясь в эмоциональные глубины. Я осознаю ошеломляющие моменты, которые готовит нам жизнь, но крайне важно, чтобы вы понимали, что все будет развиваться по плану. Независимо от очевидной угрозы обстоятельств, я полон решимости обеспечить вашу победу. Прошу, пожалуйста, не позволять призраку страха одолеть себя. Эти слова призваны укрепить вашу веру, предлагая вам любовь, спасение и прощение. Знайте, что я несу ответственность за ваши невзгоды. Я уже восторжествовал над невзгодами этого мира, я зажег в твоем сердце жизненное пламя, которому суждено расти и процветать. Каждое обращение к вам подобно прочному фундаменту, укрепляющему ваше существование, дающему приют и дарующему мир и защиту вашей семье. Не позволяйте страху или демотивации овладеть вами, но и не поддавайтесь инерции. Ваш духовный противник стремится к вашему поражению, и вам необходимо подняться на битву. Тени, стремящиеся доминировать над вами, рассеются, и утаенные благословения будут высвобождены. Ваши молитвы не остаются без внимания, и даже перед лицом попыток тьмы лишить вас, упорствуйте в молитве с верой. Сегодня я призываю вас твердо стоять, неустанно пахать землю, рано вставать и не разочаровываться из-за заброшенности других людей. Настойчиво прилагайте усилия, ибо в свое время вы пожнете обильный урожай. Сохраняйте это послание, когда почувствуете уныние, обращайтесь к нему, открывайте Священное Писание, питайте свою душу псалмами и притчами и изучайте жизнь моих слуг, истинных героев веры. Несмотря на свое несовершенство, они заставили замолчать львов, разгромили армии и остались стойкими перед лицом боли и страданий. Подобно им, вы должны упорствовать, не сдаваясь ни своим противникам, ни тем, кто нарушает семейный мир. Встретьтесь с ними от моего священного имени и до конца не поддавайтесь эмоциональным потрясениям. Держитесь подальше от тех, кто причиняет вам вред словами и действиями. Хотя вы полны решимости поддерживать их во время взлетов и падений, не позволяйте им украсть ваше будущее или попирать вашу целостность. Встаньте с гордостью, ибо вы обладаете бесценной ценностью и драгоценным достоинством. Если вы доверяете словам, которыми я с вами делюсь, напишите в комментариях: «Я бесценен для Бога». Защищайте своих близких и избегайте насилия, несмотря на критику со стороны других. Те, кто вас критикует, не обращаются к вам в моменты конфликта, поэтому прислушайтесь к этим словам и боритесь за свою свободу. Не возлагайте надежды на людей, которые могут потерпеть неудачу. Многие обещают вечную любовь, но бегут, когда приближается буря, крадя их радость и надежду. Если вы ищете ясности, отвернитесь от насилия ради своих детей, избегайте зла и не бойтесь, ибо я обеспечу все, что вам нужно. Не следуйте за теми, кто стремится подрезать вам крылья, мешая вам взлететь. Я спас тебя, чтобы украсить твое будущее, я наполнил твою душу своей любовью, я изолью мир в твое сердце и поведу тебя сверхъестественной радостью. В минуты боли ветры мира приносят пессимизм и шепчут вам на ухо негативные мысли. Что бы ни случилось, держись за безопасность, которую обеспечивают мои слова. Не бойтесь, не унывайте, будьте сильными и мужественными, ибо я с вами. Жди меня на рассвете, войдя в мое присутствие. С первыми лучами нового дня сияния, которые вы ощущаете, это моя любовь,
возвещающая о чудесных и сверхъестественных вещах, которых я желаю и совершу в вашей жизни. Посвятите мне свою веру, даже если вы устали. Встаньте на колени, принеся все свои конфликты, проблемы, тревоги и разочарования к моим ногам. Сегодня я говорю с вами нежно, раскрывая то, что живет в моем сердце. Вы решили слушать, повиноваться и двигаться к своему будущему с верой и решимостью. Уверяю вас, что вы будете процветать, преодолевая текущие обстоятельства и препятствия. Все разрешится положительно, ваши враги будут побеждены, и вы поднимете руки в знак благодарности за свои блага. Донесите до своих родных, что Слову Отца Небесного стоит прислушиваться, верить Ему и подчиняться. «Я люблю тебя, обрати внимание, у меня срочное послание для твоего сердца. Я тебя искренне люблю, ты для меня много значишь. Даже если ты уйдешь, моя любовь к тебе останется непоколебимой. Я буду искать тебя, где бы ты ни был, спасая тебя из самой глубокой пропасти. И если вы чувствуете за это благодарность, выразите свою признательность в комментариях, написав: «Спасибо тебе за все, Господи, мой любимый сын, моя любимая дочь». Во Вселенной нет слов, способных адекватно описать эту божественную, чарующую и вечную эмоцию, которую я испытываю к тебе. Это вечное чувство, такое нежное к тебе, что я никогда тебя не брошу, потому что ты мне необходим. Нет причин нарушать мое вечное обязательство держать тебя в своих руках. Я жду тебя каждый день. Вскоре в моем присутствии вы обретете силу и утешение, необходимые для того, чтобы справиться с трудностями на своем пути. Какими бы величественными ни казались горы, я здесь, чтобы помочь вам их преодолеть. Я подниму вас на более высокие духовные ступени, укрепив ваш дух. Пожалуйста, пойми, что послание, которое я хочу передать сегодня, уникально. Не сравнивайте мою любовь с чьей-либо еще и не сомневайтесь в своей ценности перед лицом нынешних проблем. Не отвергай моего слова из-за личных неудач, не недооценивай моих благодеяний, не удерживай моего прощения. Я остаюсь прежним и буду продолжать любить и укреплять тебя. Повторяю, я никогда вас не разочарую. Я имею право подписать с вами союз, и этот союз уже зарегистрирован. Я дарую вам спасение, и вы являетесь наследником благословений, которые наделяют вас миром, терпением и любовью. Я открою вам глаза, чтобы вы могли видеть за пределами критики, и вы будете хвалить, когда поймете величие и чудо своего будущего. Ваше счастье начинается здесь и сейчас. Сегодня вы полны непоколебимой силы, могучей силы, которая зажигается в вашем сердце, цели жизни, света, освещающего ваш путь, мотивации упорствовать, не сдаваясь, а также желание помогать, служить и благословлять окружающих. Ты. Вокруг тебя. Позвольте мне направлять вас и давать мудрость на каждом этапе пути. Поверь, я никогда не оставлю тебя одну. Я всегда буду рядом с тобой, чтобы держать тебя за руку и поднять, когда ты почувствуешь слабость. Я всемогущий Бог, и сегодня я повелеваю, чтобы море и бури тоже подчинялись тебе. Я даю тебе власть попирать змей и скорпионов. Ничто не сможет причинить вам вред. Наблюдайте, как ваши противники падают, разбросанные влево и вправо. Каждый, кто восстанет против тебя, испытает стыд и поражение. Пожалуйста, не разделяйте чувство незначительности.
Я не позволяю вам недооценивать или отрицать этот прекрасный дар. Вы заявляете о своей любви и вере, докажите это своими действиями. Впитайте эти слова и доверьтесь им, столкнитесь со своими конфликтами и проблемами, будьте готовы их преодолеть. Сегодня я окружаю тебя своей любовью, наполняя тебя своей силой. На этот раз я подтверждаю наш союз. Я всегда буду на твоей стороне. Моя любовь к тебе постоянна, и я никогда ее не оставлю. Напишите эти 3 слова своими руками, я доверяю этому. Благословляю вас, отвечая на вашу просьбу о здоровье и счастье в вашей семье. Я желаю процветания во всех аспектах твоей жизни, поскольку твоя душа и сердце стремятся расти в моей любви. Я поддерживаю тебя, я благословляю тебя. Вернитесь сегодня с ответом на мое благословение. Примите новую жизнь, которую я вам предлагаю. Оставь позади бесконечную борьбу и печаль, которая сковывает тебя. Я дарую тебе новое сердце, предназначенное для наполнения только радостью и моим живым словом. Здесь нет места унынию и страху. Я помогаю вам наслаждаться моими благословениями, становиться более выносливыми, мудрыми и проницательными с каждым днем. Не позволяйте проблемам других людей тянуть вас вниз. Воздержитесь от участия в злонамеренных сплетнях или общения с теми, кто замышляет заговор против невиновных. Верь в меня, ты можешь доверить мне все свои чувства. Я твой отец, и я здесь, чтобы слушать без осуждения и критики. Никто не любит тебя больше, чем я, позволяя тебе почувствовать мою безусловную и беспрецедентную любовь, давая тебе силы, необходимые для движения к истинному счастью. Если ты тоже любишь меня, моего сына, мою дочь, вырази это в комментариях, написав «Я люблю тебя, Господь». Моя любовь – это тихая гавань, где ты обретешь мир и спокойствие. Дорогой сын, дорогая дочь, я твой опекун, твой проводник, твое доверенное лицо. Я осознаю, что сомнения и негатив могут время от времени проникать в ваш разум, порождая неуверенность. Но знайте, что я здесь, чтобы помочь вам преодолеть любые эмоциональные проблемы. Будьте бдительны. Не привыкайте жить от одной проблемы к другой, какими бы незначительными они ни казались. Они часто растут и сохраняются. Если вы действительно доверяете моему слову, следуйте этим рекомендациям. Когда возникает проблема, посмотрите ей в глаза, громко провозгласите мои обещания, позвоните мне, и я отвечу. Сегодня я уверяю вас, что эти проблемы и ситуации будут решены. Стойте твердо в вере, двигайтесь вперед, сопротивляйтесь врагам своим, и они уйдут. Но не спите слишком глубоко, опасность таится. Мое слово должно быть вписано в вашу душу, слово в слово. Скажите своей семье, что я тоже хочу благословить их, помолиться за них и попросить их помнить обо мне в эти дни. Хотя многие голоса требуют внимания, те, кто меня знает, узнают мой голос, когда я говорю, они слышат мои сообщения и понимают их. Я надеюсь, что эти слова дойдут до каждого в вашем доме. Не позволяйте бунту семьи или ее неверию обескуражить вас, сопротивляться. Внесите свой вклад, молись, любите их, относитесь к ним терпеливо и достойно. Я коснулся их сердец одного за другим, и они откроют мне свою жизнь в поисках новой возможности. Не пренебрегайте малышами, враг стремится ранить их нежное сердце.
И если вы не обеспечите руководство и заботу, в вашем доме родится новое поколение верных воинов, храбрых душ, которые в грядущие времена будут хором провозглашать мои чудеса. Я желаю обильно благословить вас и призываю серьезно отнестись к своему духовному росту, образованию и целям. Я изолью на всех вас мой Святой Дух, одни будут видеть сны, другие будут видеть видения. Они будут носителями посланий, которые будут назидать новые поколения. Я дам им силу, чудеса и чудеса, и они будут орудиями исцеления и утешения для беспомощных. Покажи им мою любовь. Те, кто идет путями зла, живут, потерявшись в искаженных лабиринтах, могут найти во мне новую жизнь. Дорогой сын, дорогая дочь, сегодня я хочу обратиться к твоему сердцу так, чтобы это интимно соединило нас. Я здесь, чтобы помочь изменить ваше мышление, начиная прямо сейчас. Отпустите те негативные мысли, которые вас тяготят, не принижайте себя и не питайте плохих чувств по отношению к другим. Столкнувшись с ситуациями, не позволяйте своим мыслям создавать тревожные истории. Примите решение прощать обиды и сопротивляться распространению клеветы своими словами. Я жажду, чтобы чистое и освобожденное сердце было наполнено моей любовью, позволяя вашему духу чувствовать мое присутствие в любое время, независимо от обстоятельств. Вы заметите, что это сделает вас более выносливым и выносливым. Избегайте союзов со злым влиянием, дистанцируйтесь от тех, кто погружен в эмоциональные тени. Твое существо претерпело обновление, и мое священное слово запечатлелось в твоей душе. Очисти свой разум живой водой, текущей от престола святости моей. Хотя моя воля состоит в том, чтобы ты жил в полной свободе, помни, что выбор за тобой. Будьте внимательны к моим посланиям и подчиняйтесь им, ибо мое желание состоит в том, чтобы излить на вас обильные благословения. Пожалуйста, верьте и живите согласно этой истине, это не иллюзия. Ваша жизнь уже меняется, я творю чудеса в вашей семье. Если вы действительно верите в это и принимаете это, заявите в комментариях: «Верую и получаю, Господи». Держите эти слова близко к сердцу и примите мое благословение. Поднимите руки как символ триумфа, даже когда вы чувствуете разочарование или нежелание сражаться, или когда кажется, что ваши враги одерживают верх. Независимо от ваших эмоций, делайте, как я говорю, поднимите руки сейчас и помните, что верой вы побеждаете. Вы возлюбленный сын или дочь всемогущего Бога, который глубоко любит вас, окружает вас благодатью и окружает милостью. Вспомните значимые победы вашего прошлого, моменты, когда вы сталкивались с, казалось бы, непобедимыми противниками, сражались изо всех сил и выходили победителями. Вы знаете опыт борьбы, чувство усталости, падения и прихода ко мне за силой. Вам знакомо чувство подъема и снова триумфа. Вы уже ощутили победу раньше и теперь, с еще большим основанием, выиграете все свои сражения. Сегодня вы держите в своих руках меч моего Святого Духа и священное слово, которое я вкладываю в ваше сердце. Он никогда не был трусом. Позвольте мне коснуться вашего сердца и развеять разочарование, затуманивающее ваше видение. Пламя горит в вашей душе, побуждая вас продолжать бороться за свои мечты и за людей, которых вы любите и которые вас окружают. Помните, что вы не одиноки, тебя любят и ценят. Отбросьте болезненные мысли,
которые пытаются убедить вас, что вы никому не нужны и что я вас бросил. В глубине души вы знаете, что это неправда. Прими мои слова и мои теплые объятия сейчас. Не теряйте мужества и не расстраивайтесь из-за конфликтов и страданий. Неважно, что произойдет. Верьте, отдайте мне свою боль и позвольте мне предложить вам утешение. Если тебе нужно поплакать, я здесь, чтобы выслушать. Выразите свои чувства прямо сейчас и поделитесь со мной своими переживаниями. Отпустите чувство неудачи и поражения раз и навсегда. Сегодня я рядом с тобой каждое утро, каждый день и каждую ночь, чтобы предложить утешение и поддержку. Чтобы ты знал, как высоко тебя ценят, моя любовь окружает тебя, и моя могучая рука защитит тебя. Сегодня вы поднимаетесь от победы к победе, сражаясь с вражескими армиями, преодолевая стены конфликта и побеждая силы зла, и все это время веря в это слово, которое дает вам великую силу. В конце дня приди ко мне на коленях и еще раз доверь мне свои страхи и слабости. Я готов исцелить тебя своей священной любовью. Я залечу все раны, нанесенные миром, а также помогу вам поднять руки в победе. Мы вместе отметим ваши достижения венцом жизни, а я подготовлю вас к предстоящему путешествию. Когда вы почувствуете, что достигли вершины горы, я буду рядом, чтобы отпраздновать это вместе с вами и разделить ваше счастье. Независимо от того, где вы находитесь в жизни, помните, что моя любовь к вам вечна, и я всегда буду готов поддержать вас во всем, что вам нужно. У меня есть много благословений для вас, и я найду новые способы воодушевить вас продолжать борьбу. Поэтому даруй мне славу каждый день, сын мой, дочь моя. Сделайте это прямо сейчас и в комментариях напишите громкое «Слава Богу». Не слушайте жалобы негативных людей, они потеряли надежду, потому что верят, что мир становится хуже. Но ради тебя и твоей семьи я буду защищать тебя под покровом любви. Я окружу тебя изобилием и обеспечением, здоровьем и защитой. Не бойтесь, если вы столкнетесь с материальными потерями или препятствиями, мешающими вашему счастью. Помните, что это временно, все происходит не случайно. Я с любовью забочусь о тех, кого люблю, и о каждой проблеме, с которой вы сталкиваетесь. А превратиться в благословение. Я удалю из вашей жизни тех, кто связывает себя со злом и стремится разрушить ваше будущее. Они не понимают, что их ждет. Стойте твердо в своей вере, не поддавайтесь критике и нападкам. Сосредоточьтесь и приготовьтесь управлять всеми благословениями, которые я приготовил для вас. Я твой настоящий отец, я люблю тебя и встречаюсь с тобой каждое утро, когда восходит солнце. Я твой всемогущий Бог. Эти слова трогают ваше сердце, чувствуй меня. Сегодня почтительно склоните голову в моем присутствии. Молчи и жди, закрой глаза. Моя любовь касается твоей души. Моя любовь трогает твое сердце. Не сдерживайте слез, пусть они текут и смывают уныние и отчаяние. Встаньте, стряхните пыль, поднимите руки к небу и воскликните с радостью о победе, которая принадлежит вам верой. Вспомни свое прошлое, триумфы и победы. Но с сегодняшнего дня ты совершишь еще большие дела, потому что ты отдал мне свою жизнь и подчинился моей воле. Я люблю тебя и обнимаю тебя, преодолей, полный мужества, и скажи мне, что ты веришь.
Ваше прошлое, ваши победы и поражения не имеют для меня значения, главное – твое сердце. Приходишь сегодня ко мне с убеждением, что я тебе нужен, и ты не можешь продолжать нести это бремя, которое тяготит твою отчаявшуюся душу. Я желаю твоего покаяния, пришло время изменить курс. Никогда не оглядывайтесь назад. Прямо сейчас я подниму тебя, протяну руку и наставлю на правильный путь. В свободе на горизонте сияет свет моей правды. Я жду тебя с распростертыми объятиями, готовый окружить тебя своей милостью и предложить тебе прощение за твои ошибки, предоставляя новую и прекрасную возможность. Я хочу, чтобы ты жил в моей любви, обновлял свое здоровье и силы. Я надеюсь, что вы решите остаться в этом мире, который обеспечит вам эмоциональную стабильность, чтобы встретить предстоящие годы. Я увеличу благословение в вашей жизни. И не забывайте этот момент, запечатлейте в своем сердце день и час, когда вы получили это послание, ознаменовав начало новой главы в вашей жизни. Сегодня начните жизнь, полную чудес и чудес, написанную силой моей крови и запечатанную моим воскресением. Ты откроешь новые мечты, ты вернешься к моей вечной цели. Многие двери открываются, и судьба, которую я приготовил для вашей семьи, станет реальностью. Несмотря на проблемы, которые все еще существуют в вашем доме, продолжайте работать над своими сердцами, лепя их, как гончар лепит глину. Люди, которых вы видите сегодня, через несколько месяцев станут другими. В вашем доме будут жить смелые сердца, полные веры. Семьи вокруг вас будут поражены мощными изменениями, которые я принесу вам, и всеми чудесами, свидетелями которых станут многие. За последние несколько месяцев вы столкнулись с проблемами и испытаниями, но сегодня я здесь, чтобы развеять вашу печаль и разочарование. Ваша вера сияет, как яркий свет, и другие открыто восхищаются ею. Те, кто насмехался над вами, будут в недоумении и смущении, а те, кто завидовал вашему падению, станут свидетелями вашего возрождения. За это время я раскалю море неопределенности, направив вас своей могучей рукой к земле обильных духовных благословений. Вам никогда не было суждено поражение и никогда не будет. Я сохранил жизнь и силу исключительно для тебя. Это позволяет вам возвышаться, процветать и находить радость, даже когда бурные воды жизни пытаются вас поглотить. Не бойся, ибо я рядом с тобой, будь то в бурных реках или в пламени существования, ты останешься невредимым. Я дал тебе силу преодолеть все препятствия, и ничто не причинит тебе вреда. Уверяю вас, что мои благословения будут окружать вас. Специально для вас разворачивается грандиозный план. Вопрос в том, готовы ли вы принять этот план в свою жизнь. Если ответ «да», выразите это в комментариях, написав «Я принимаю это, Господь». Следуйте путем праведности, и чудеса, которых вы желаете, окажутся в ваших руках. Отдай мне свое сердце, устреми свой взор на мое слово и иди с уверенностью по пути, который я для тебя наметил. Я дарую тебе силы и терпение, очищая твой путь от противников. Двери благословений широко открыты для вас. Поднимайтесь мужественно, смело встречайте испытания и не позволяйте страху найти дом, ведь впереди светлые дни. Эти слова высечены в вашем сердце и звучат в вашей душе каждый рассвет. Вы больше не проснитесь в унынии и печали.
цепи, пленившие вас, разорваны, проклятия, висевшие над вами, исчезнут, и ваша надежда обновится. Ваша улыбка будет сиять, а уверенность на лице вызовет уважение. Вы входите в царство, наполненное чудесами и сверхъестественными чудесами. Необыкновенные вещи произойдут с теми, кого вы любите. Я готовлю для вас трапезу благословений, даже в присутствии ваших противников. Я буду превозносить тебя перед твоей семьей и друзьями. Будьте готовы к новой жизни, которая вас ждет, и смиренно принимайте прекрасные подарки. Берегите свое сердце и помните того, кто благословляет вас. Приходите каждый день, слушайте мое слово, укреплите свою веру и наполняйте свой разум обещаниями победы. Я всегда внимателен к тебе, особенно в это время. Я избавлю тебя от скрытых опасностей и невидимых атак. Продвигайтесь в вере, как отважный воин, и не дайте себя обмануть противникам. Не имеет значения, кто против вас. Я твой Отец и защищаю своего изо всех сил. Я переверну небо и землю, чтобы обеспечить ваше счастье и благословение. Я отвечаю на ваши страдания, защищаю вас во время опасности и предлагаю помощь в ваших нуждах. Моя вечная поддержка с вами, вашей семьей и будущими поколениями. Я жажду вашей веры, искренности, послушания, настойчивости, упорства и настойчивости по отношению ко мне, моему слову и моему присутствию. Не беспокойтесь о завтрашнем дне, твоя задача – упорствовать, подчиняться и доверить все в мои руки, ибо я твой Отец и твой Бог. Время, которое я тебе дал, не для забот. Если вы решите не доверять мне и поддадитесь тревоге, это только принесет печаль в ваше сердце и повлияет на ваше тело. Посвятите время мне, ищите мое лицо ежедневно. Подготовьте свою душу, ибо я открываю дверь к изобилию. Будьте готовы к счастью. Добро пожаловать в мир чудес. Для меня нет ничего невозможного, а для тебя все достижимо, потому что ты остался тверд в своей вере в меня, в своей маленькой верности. Я превознесу его чрезвычайно. Молитесь с верой во времена нужды. Возраст. Вы начинаете новое путешествие в сверхъестественную вселенную. Привыкайте быть свидетелем чудес и использовать власть, которую я дал вам, чтобы противостоять врагу. Молитесь каждый день, приходите ко мне и ищите мудрости. Откройте Библию, покопайтесь в книгах притчей и псалмов. Запоминайте то, что вы читаете, и провозглашайте это вслух, ибо я записываю эти слова в ваше сердце. Я хочу, чтобы вы ежедневно питались моим словом, постоянно узнавали что-то новое. Подивитесь жизни веры, которую проживают мои слуги. Наблюдайте за знамениями последних дней, но помните, не вступайте в споры о моих обетованиях. Продемонстрируйте свою веру, доверившись мне. Смело обращайтесь к нуждающимся с любовью и состраданием. Приходите и слушайте меня каждый день. Помните, я уже простил ваши проступки и освободил вас. Вы больше не находитесь под каким-либо проклятием и не связаны никакими пороками. Я предлагаю вам свободу, мудрость и сверхъестественный интеллект. Я знаю, что бывают моменты, когда ты чувствуешь себя одиноким и подавленным, но я хочу, чтобы ты знал, что я с тобой на каждом этапе пути. Раны прошлого, причинившие тебе боль, исцеляются моей любовью. Они больше не причинят тебе вреда,
ибо в моем присутствии свобода, мир, покой и благословение. Позвольте мне изменить вашу жизнь и сделать ее новой. Пусть ваша преданность и вера растут с каждым днем. Доверься моей любви, отдай мне свое сердце, позволь своим глазам сосредоточиться на моих путях и услышать мой голос, шепчущий внутри тебя сладкие слова любви. Я не хочу терять с тобой общение в те дни, когда тебе не хочется ни молиться, ни разговаривать со мной. Я настаиваю, я постучу в дверь твоего сердца, протянув руку, чтобы принести мир в твою душу. Дом твой благословен, ангелы мои бдительны в каждом углу. Примите эту истину, вы больше не живете в рабстве страха. Все хорошие и воодушевляющие дела, которые вы планируете совершить во имя мое святое, вы достигнете. Я не говорю о поверхностном успехе или материальной выгоде, но написано, что вы совершите еще большие чудеса, ибо дарую вам свое одобрение от моего небесного престола. Не бойтесь успеха. Не стыдись быть победителем. Пришло время ваших побед, вы достойны, потому что вы усердно сражались и продемонстрировали свою веру. Пришло время войти в мое присутствие и получить благословения, которые я вскоре передам в ваши руки. Смело заявляйте, что вы действительно верите в меня, доверяете мне и будьте мужественны, ибо я ваша помощь в трудную минуту. Не тревожься, любимый мой, ибо я с тобой. Найдите утешение в моих объятиях и ощутите покой, который я предлагаю. Хотя мир может быть неопределенным, а люди встревоженными, вы и ваша семья будете в безопасности. Я обеспечу тебя даже в трудную минуту, потому что я твой щедрый кормилец. Если ваша уверенность в этом сильна, в комментариях напишите «Верую, Господи». Я понимаю ваши нынешние трудности и знаю, что они являются частью большего плана для вашего блага. С тобой, с любовью, предлагая надежду в трудную минуту, я приду к тебе на помощь, когда ты больше всего в ней нуждаешься, ибо я твое прибежище и сила. Я поддерживаю вас своей благодатью, верностью и терпением. Всегда доверяй мне. Помните об этом доверии мне. Мы с тобой связаны вечной связью. Не нужно беспокоиться, когда кажется, что все потеряно. Я всегда рядом с тобой и не брошу тебя. Иногда нетерпение может взять верх, и вы задаетесь вопросом, как справиться со своими проблемами. Но мои обещания ясны. Сосредоточьтесь на том, что действительно важно, и не зацикливайтесь на тривиальных вещах. Освободитесь от лжи и клеветы. Не обременяйте себя чувством вины. Не теряйте свою радость, наблюдая за действиями других. Вспомни свою жизнь. У вас есть семья, независимо от того, поддерживают ли они вас или игнорируют, любят вас или, кажется, ненавидят. Стойте твердо, ибо вы обладаете знанием и обильной мудростью, которую я даровал вам. Итак, отбросьте эмоции, которые пытаются вас заключить в тюрьму, держитесь за радость и сосредоточьтесь на своей миссии. Вы должны заботиться о тех, кого любите, обеспечивая их усилием, трудом, вниманием и молитвой. Не тратьте зря дни, которые я вам дарю, я дарую вам здоровье и мужество, окружая вас благословениями, пока вы благословляете других. Таким образом, я увеличу вашу силу и удовлетворю ваши потребности. Ищите прежде моего царства и правды, а все остальное приложится. Это обещание направляло тех, кто
кто доверяет мне всем своим сердцем. Знайте, что я предоставлю не только семена, но и инструменты для их выращивания. Когда в жизни возникают проблемы, не забудь закрыть глаза и поговорить со мной уверенно и искренне, как ты это делал в детстве. Приблизьтесь ко мне с невинной, чистой и незамысловатой верой, свободной от страха наказания. Мое самое большое желание, чтобы вы любили и знали меня, жили со мной вечно, и чтобы вы и ваша семья были спасены от любого вреда. Я открою тебе свою любовь нежно и сверхъестественно. Но я прошу вас прийти такими, какие вы есть, не скрывать своих путешествий и неудач, ибо они меня не пугают. Я хочу, чтобы ты добился успеха во всех аспектах своей жизни, потому что все, что тебе нужно для успеха, находится во мне. Я очень хочу вести вас к жизни духовного изобилия, свободной от кредиторов. Бывают случаи, когда ваши ресурсы кажутся ограниченными. Но помни, я твой пастырь, а ты мои овцы. Моя миссия – защищать и заботиться о вас, обеспечивать вас. Будьте старательны, добры и нежны, воздержитесь от жалоб. Не игнорируйте эти слова. Позвольте мне привести вас к благословениям, которые я приготовил для вас. Ваши глаза станут свидетелями прекрасного проявления любви, превосходящего то, что вы когда-либо видели. Я обниму твое сердце, облегчу твою боль, очистлю твои эмоции и обогатлю твою жизнь. Я принесу тебе процветание. В комментариях напишите «Аминь», чтобы подтвердить свое намерение услышать мои слова. Я понимаю вашу ситуацию и ваши страдания. Ваша борьба уникальна, и ваши эмоции временами могут сбивать с толку, но когда вы почувствуете слабость, держите меня за руку. Он не утонет. Позволь мне быть с тобой в трудную минуту. Я исцелю твою душу и навсегда устраню твою боль. Многие, возможно, этого не понимают, но я понимаю. Я знаю ваш прошлый опыт и путь, по которому вы идете сейчас. Другие могут видеть только поверхность, а не ваше израненное сердце. Я хочу помочь тебе снять бремя, которое угнетает тебя, и освободить тебя из темницы страданий. Я разрываю цепи, которые все еще удерживают тебя в плену прошлого. Я сниму повязку с твоих глаз, открыв будущее, полное доброты и мира, которое я приготовил для тебя. Те, кто неправильно понимает, могут остаться позади, так как они оставили веру. Если хочешь остаться со мной, держись от них подальше. Не бойтесь дороги впереди. Вы не будете одиноки. Я защищу тебя от невзгод и направлю своей могучей рукой. Перед вами пройдет армия ангелов, защищая вас от врагов. Ваша жизнь находится на пороге трансформации, и вы будете радоваться принятому решению. Ты был чувствителен, когда я коснулся твоего сердца и открыл мне дверь. Мы будем вместе навсегда. Ваша боль уйдет в прошлое, и ваша жизнь будет полна любви и счастья. Я изолью на вас свою милость и доброту, и вы будете обильно благословлены. Все будет по-другому. Я люблю тебя, и я здесь. Не бойтесь сюрпризов этого дня, слушая мой голос, который проникнет даже в потаенные уголки вашего сердца. Мой свет рассеивает всю тьму, которая окутала твой разум. Мой Святой Дух останется с тобой и не уйдет. В эти минуты со мной здесь нет места страху. Многое изменится,
и вы уже не будете прежним человеком, когда встанете. Я снимаю завесу, которая затмила ваше духовное видение. Я здесь, чтобы открыть вам что-то необычное, что-то, что навсегда изменит вашу точку зрения. Я даю вам дар мудрости, освещая ваши слова и стирая прошлые суждения, которые когда-то тяготили вас. Сегодняшний день знаменует собой начало вашей трансформации, и вскоре вы увидите это сами, так же, как и окружающие станут свидетелями перемен внутри вас. Я привел вас к этому моменту, чтобы вы могли прожить жизнь, полную триумфа, не поддаваясь осуждению других или слезам поражения. Вы больше не привязаны к потребности в одобрении, и слова других не поколеблют вас. Я открываю для тебя многие двери, и ты пройдешь через них с уверенностью в своей решимости. Но новости не удержат вас, сплетни не потревожат вас, и клеветническая ложь не запугает вас. Вы победитель среди победителей. Враг не сможет победить вас. Ваша любовь, преданность делу и смелость были вашими сильными сторонами. Я воспитаю в тебе нежное и смиренное сердце, которое останется стойким. На самом деле его вера непоколебима. Чтобы еще больше подтвердить это, в комментариях напишите «Моя вера непоколебима». Сегодня получите это благословение и позвольте этим словам запечатлеться в вашей душе. Вы переродились, и страх больше не властвует над вами. Даже в трудные времена я буду рядом, чтобы обнять тебя, мой сын, моя дочь. Не говорите «я не могу», не заявляйте «я не имею» и не провозглашайте «меня нет», ибо я тот, кто может, тот, кто имеет и тот, кто есть. Смотри вперед, встречай свои испытания без страха, дорогой сын, дорогая дочь, потому что я рядом с тобой. Я обеспечиваю тебя, я удовлетворяю тебя. Все, что вам нужно делать, это слушать, подчиняться и уверенно идти к своим целям. Не смотри вниз, потому что я держу тебя за руку. Ничто не может причинить вам вреда. Я твой непоколебимый друг, тот, кто никогда не подводит, кто не лжет, кто не меняется. Я принимаю тебя таким, какой ты есть, улыбаюсь тебе в зеркале, чувствую твою боль, когда тебе больно. Я радуюсь вашим достижениям, помогаю вам добиться успеха, поднимаю вас, когда вы спотыкаетесь, и протягиваю руку, когда вам это больше всего нужно. Я Иисус, твой Господь. Не бойтесь, не утомляйтесь и не доставляйте насмешникам удовольствия видеть вас побежденными. Сделайте это для себя, для своих близких. Но самое главное, делай это с осознанием того, как сильно я тебя люблю. Я прошел путь боли, принявший жестокий крест, все ради тебя, ради любви, ради прощения, ради твоей свободы, ради твоего исцеления, ради твоего спасения. Помните, что я с вами в самые трудные минуты, и вместе, рука об руку, мы переживем страдания. Обязуйтесь не сдаваться, и я обещаю быть рядом с вами, даруя вам силу, воодушевление, мир, уверенность, утешение, мудрость и радость. Откройте глаза и посмотрите вперед. Твои мечты и желания не просто фантазии, это семена, которые я посеял в твое сердце. Теперь избавьтесь от сомнений и неверия. Даже если вам не хватает ресурсов, а будущее кажется неопределенным, даже если вы сталкиваетесь с несправедливостью и проблемами на своем пути, помните, что я уже проходил этот путь раньше. Уверяю вас, в этом мире вас ждут трудности, но поверьте мне, ведь я победил мир.
Я наполнил твое храброе сердце огнем, радостью и победой. Слушай, я никогда не оставлю тебя одного в этой ситуации. Ты победишь, потому что сегодня я дарую тебе победу, потому что ты мой любимый сын, моя любимая дочь. Я активно работаю над вашей жизнью, вашим здоровьем, вашей работой и вашей семьей. Я открываю важные двери, которые изменят ваши нынешние обстоятельства. Мои руки заняты вашими делами, и я в них разбираюсь. Поднимите голову высоко и больше не плачьте, потому что с сегодняшнего дня я приношу вам свои могущественные благословения. Приходите к моему алтарю каждый день, чтобы поблагодарить за чудеса, которые происходят в вашей жизни. Тепло примите меня в свой дом, и пусть все в вашей семье уважают меня и ищут меня. Я меняю сердце, прогоняя печаль и боль. Те, кто был в отчаянии, снова улыбнутся. Я храню твой дом вдали от болезней и нужды, наполняя каждый темный угол своим светом и спасением. Я несу безграничную любовь и мир. Я защищаю вашу жизнь и жизни тех, кого вы любите, под своим защитным щитом, под моими крыльями, где они будут в безопасности. Я не позволю злу достичь их. Я поведу вас путями праведности и любви, свободными от забот, сомнений и страхов. Я люблю тебя, забочусь о тебе и о тех, кого ты любишь, с нежностью и привязанностью. Откройте свое сердце, чтобы получить всю любовь, которую я могу предложить. Проводите больше времени в моем присутствии, в спокойствии природы, где я буду питать вашу душу и обновлять ваше существо. Моя сила работает в вашей жизни, открывая двери, рассеивая негатив и устраняя препятствия, которые вас сдерживают. Я смыл твои грехи, прогнал усталость и отсутствие энтузиазма, чтобы ты мог становиться сильнее с каждым днем. Все будет работать в вашу пользу, поскольку мои ангелы неустанно трудятся, чтобы благословить вас, укрепить вашу веру и прославить мое имя. Сострадание, ибо я глубоко люблю тебя. Когда страх и отчаяние стучатся в твою дверь, когда сомнения и неуверенность грозят захлестнуть тебя, когда печаль и усталость пытаются овладеть твоим сердцем, вспомни обо мне. Я всегда буду рядом с тобой, даже когда твои эмоции заставляют тебя думать, что ты один. Если вы этому доверяете, в комментариях заявляйте: «Бог меня никогда не оставит». Знайте, что вы не одиноки. И если у вас возникнет желание плакать, пусть эти слезы будут слезами радости, потому что моя любовь окружает вас, моя привязанность окружает вас, и мой дух ведет вас. Будьте уверены, когда вы молитесь и взываете о моей помощи, я приказываю небесам послать множество ангелов, которые будут действовать от вашего имени. Я посылаю радость, чтобы наполнить ваше сердце и развеять всю печаль. Я посылаю мудрость, чтобы дать вам ясность и решение ваших проблем. Я кладу свою могучую руку на твой дух, наполняя его безусловной любовью и спокойствием. Когда вы столкнетесь с трудными временами и начнете молиться, небеса начнут действовать. Поэтому осознайте важность, силу и ценность ваших молитв. Вам просто нужно принять мысль, что со мной нет ничего невозможного. Если вы уже глубоко в это верите, заявите в комментариях: «С Богом нет ничего невозможного». Теперь, благословенный сын, благословенная дочь, с сердцем, полным веры и надежды, присоединяйтесь ко мне в мощной молитве, в которой я буду вашим проводником.
Я прошу вас впредь следить за собой и быть очень бдительными по отношению к врагу, так как он ненавидит такие моменты, когда Творец и творение собираются в общение. Поэтому он сделает все, чтобы потревожить нас и отвлечь от меня свое внимание. Не давай ему никаких пробелов и не позволяй ему выиграть эту битву, сын мой, дочь моя. Пожалуйста, ну а теперь давайте начнем. Всегда очень важно, чтобы вы повторяли со мной всю молитву слово в слово, мысленно или вслух. Помолимся, а Господь Бог Вечности, мы погружаемся перед величием Твоего присутствия. Мы осознаем сладость Твоих благословений, которые текут, как реки благодати, в нашу жизнь. Подобно тому, как солнце поднимается над горизонтом, освещая небеса, пусть свет Твоей любви сияет на нас, рассеивая тени сомнений и страхов. В каждый период жизни вы призываете нас идти рядом с вами. Мы помним дни, когда наши души окутало самодовольство, но Твой голос, как поцелуй Авроры, он пробудил нас к высшей цели. В изменчивых приливах нашей души мы слышим призыв к приключениям, к смыслу, выходящему за пределы обыденности. Вы, высекающие первые анимоны в древних приливах, наблюдайте за нашими путешествиями еще до того, как мы узнали друг друга. Среди зрелища творения вы носили наше имя, прослеживая судьбы, которые не могли измерить даже часы времени. И теперь, Господь, мы несем наши мечты, которые еще предстоит раскрыть, уверенные в Твоем обещании открыть перед нами широкий путь. По мере того, как туман неопределенности рассеивается, мы оказываемся лицом к лицу с неизведанными землями, где свет Вашего присутствия направляет каждый наш шаг. Мы помним времена, когда желания шевелились, как ростки в негостеприимном зимнем пейзаже, а Твой голос отзывался эхом в пределах сердца, раскрывая непреодолимый зов. Среди миражей суетливой жизни Твоя рука раздвигает завесы, закрывающие наше видение. Вы зовете нас раскрыть сокровенные тайны, погрузиться в глубокие воды Вашей любви, превосходящие все ожидания. Это помогает нам отпустить мирские отвлекающие факторы, которые затуманивают наше видение, позволяя нам осознать, что мы созданы для чего-то большего, чем эфемерные мечты, которые предлагает мир. А Божье творение и искупление, пусть пламя надежды ярко горит в наших сердцах. Пробуди нас к истине о том, что мы – Ваши наследники, которым суждено проявить Ваше творчество и сострадание на земле. Подобно тому, как весна прорывается сквозь холод зимы, пусть в нашей жизни расцветет обновление, раскрывая славную историю. Я благословляю вас неожиданным образом, это только начало, и я горжусь Тобой. Напишите «Я доверяю Тебе, Бог», чтобы заявить об этом. Бог всегда поможет расшифровать знаки. Даже если кто-то встревожен, мы достаточно сильны, чтобы действовать по своей совести. Тебя невозможно утащить вниз, никто не сможет утащить тебя вниз, как ты. Пусть весь Бог направляет вас. Все хорошие события произойдут. Теперь Бог знает, что у вас есть энергия для достижения огромного успеха. У вас есть сила чувствовать нашу интуицию и действовать мудро. Ваши запреты создадут в вас чувство позитива. Силы, находящиеся внутри вас, обретут силу. Позитивная аура вокруг вас не позволит никаким негативным силам повлиять на вас. Это поднимет вас над обстоятельствами. Перед вами откроются мириады дверей. Вскоре произойдут прекрасные вещи. Сила Божья защитит вас от всех ситуаций. Вы соберете все мужество, чтобы сражаться,
ваши сражения будут на полях сражений. Приготовьтесь и возьмите свои мечи. Все силы Божьи помогут и просветят тебя, чтобы ты поступал правильно. Просветление – это все, чего вам нужно достичь в этом процессе, и их души необходимо пробудить, чтобы каждый раз поступать правильно и мудро. Вскоре ты обретешь все радости мира и Бога. Соберите всю смелость и позвольте мистическому волшебству начаться для вас. Просто поверьте, что я могу, хочу и должен. Высшая сила, которую Бог имеет для вас, будет направлять вас. Напишите «Аминь», если вы верите Божьему посланию для вас сегодня. Приближается весенний сезон вашей жизни, и я разбудил тебя сегодня утром, чтобы ты сделал предложение. Встаньте и покажите миру, на что вы способны. Вы испытаете прилив удовлетворения в своей жизни. Кто-то получит о вас четкий сигнал, вы почувствуете эликсир любви. В этом месяце вы станете причиной чьего-то счастья. Тот, кого я послал за тобой, скоро войдет в твою жизнь. Доверьтесь моим решениям и видениям. Всю жизнь вы будете получать бесчисленные сюрпризы и последовательные благословения. Ты – божественная часть, и весь твой путь спланирован мной. Возможно, сейчас у вас все еще есть проблемы, но внезапно все изменится. Продолжайте надеяться на лучшее. Я хочу благословить тебя так обильно, чтобы окружающие тебя люди могли видеть в тебе мою доброту. Я положил благосклонность и счастье на вашем пути. Я знаю, что тебе пришлось пережить много боли, и твоя подушка впитала столько слез. Я никогда не игнорирую твою усталость, я послал для тебя много хороших перемен. Я укрепляю вас в ваших слабых местах, которые вы сейчас не видите. Вы оцените свои радости в жизни, к вам приближается огромное процветание. У вас будет много мира, много ресурсов и много возможностей. Не волнуйтесь и живите полной жизнью, вы готовы претендовать на это благословение. Напишите «Я готов это заявить». Поставьте лайк этому видео, если верите в Бога, Бог планирует для вас нечто великое. Кто-то из вашего прошлого скоро вернется в вашу жизнь. Ваше прибытие ознаменует для вас новое путешествие. Вы будете удивлены, увидев их. Бог и Его силы постараются подарить вам множество мистических аур. Теперь вы будете наслаждаться жизнью в полной мере. Вы оцените даже самые маленькие моменты своей жизни. Бог постарается вселить в вас позитив, верьте в события, исцеленные Богом. Однако теперь все ситуации начнут обретать смысл. Возможно, вы захотите достичь чего-то большего, скоро вы достигнете высшего уровня счастья. После вашего приезда вы начнете новые главы в своей жизни, теперь вы станете свидетелем лучших дней. Вы будете дорожить и пережить потерянные моменты. Надеюсь, они принесут вам много пользы. Все начнет обретать смысл и принимать желаемое положение. Вы начнете наслаждаться потерянными моментами своей жизни. Его приход начинает новую перемену в вас. Доверяйте Божьему времени, держитесь Его планов. Приветствуйте эти перемены с позитивом и распростертыми объятиями. Обильная любовь скоро вернется к вам. Ваши потерянные и разбитые надежды будут решены. Возможно, вы захотите сохранить этот момент на всю жизнь. Ваш любимый человек скоро проложит себе путь в вашу жизнь. Доверять Богу и Его действиям. Напишите «Спасибо, Боже» и заявите об этом, совершив квантовый скачок.
Вы получите много признательности и восхищения за ваш упорный труд и преданность делу. Поздравляю! Вы получили освящение покупки вашего дома. Это благословение зарезервировано для вас Богом. Скоро у вас будет счастье в собственном уютном доме. Его направление безопасно для Бога. Он обеспечит вам мир и защиту вместо вас. Вскоре вы будете вести очаровательную жизнь, полную достатка в своем доме. Ваши ангелы заняты написанием хороших и незабываемых глав вашей жизни. Ваша жизнь будет полна успеха, много финансов, любви и привязанности к вашим близким. В вашей жизни скоро произойдет важный поворот, новые отношения и возможности уже скоро войдут в вашу жизнь. К вам приходят великие богатства, приготовьтесь привлечь их и подняться на новые высоты. Ваши эмоции исцеляют, что позволит вам сохранять и наслаждаться новыми отношениями. Доверяйте своим ангелам и их божественным идеям, приготовьтесь получить обильную милость. Вы готовы получить эти услуги? Напишите «Да, я готов это заявить». Бог посылает к вам самые удивительные и красивые энергии. Скоро с вами произойдет что-то необыкновенное, что-то может вас удивить. Вам повезет с новыми начинаниями в вашей жизни, скоро наступят благополучные периоды радости. Отсюда начинается великий этап жизни, надеюсь, в деньгах, здоровье и счастье. Вы почувствуете себя уполномоченным в этом мире, Бог принесет все хорошие изменения в вашу жизнь. Вскоре вы сможете направить свою энергию в позитивное русло, вы получите то, чего так долго ждали. Вскоре вы почувствуете, как энергии переплетаются на вашем пути, придавая вам смелости. Возникнут все новые возможности, вы начнете жить лучшей жизнью. Сейчас самое время надеяться на лучшее, вскоре обнаружите сокровища скрытого счастья. Вы олицетворение мужества, вскоре вы станете свидетелем великих перемен. Приготовьтесь к этому необыкновенному приключению в вашей жизни, давайте задействуем эти волшебные силы и выступим за позитив. Энергии, посланные Богом, уникальны и различны, возможности позитива будут волнующими и прекрасными. Это произойдет скоро, у Бога есть для вас это сильное послание. Просто наберитесь терпения и верьте в новые изменения. Вскоре вы станете свидетелем периода просветления и расширения возможностей, возблагодарите Бога. Сегодня очень скоро вы вступите в невероятную главу своей жизни, вас ждет много хороших новостей и счастья. На этой неделе пришло время цвести, это будет очень плодотворно для вас. Начните сегодня с позитивной ноты и знайте, что Бог благословляет вашу семью и близких. Вас ждет нечто невероятное. Все ваши молитвы и тяжелая работа, кажется, придают вам цвет. С этого момента вы будете в самом превосходящем положении. Мои планы на тебя постепенно воплощаются в жизнь. У тебя есть привилегия. Я всегда с тобой на каждом шагу. Я скоро проясню все твои сомнения относительно твоей жизни, дочь моя. Ты всегда под моим руководством и защитой. Всякий раз, когда ты чувствуешь себя потерянным, закрой глаза и позови меня с собой. Я буду с тобой и устраню все горести и проблемы из твоей жизни. В это время у вас возникнет искушение потерять терпение из-за своих неудач и потерь. Помните, кто вы и что вы можете сделать, начни заново.
Страницы твоей жизни пусты, вы автор этих пустых страниц, поэтому пишите их так, чтобы у каждого возникло желание перечитывать их снова и снова. Я с тобой во все времена твоей жизни, я никогда не оставлял тебя одного и никогда не оставлю этого. Ты знаешь, что я вездесущ, и со мной все возможно. Поэтому оставьте все свои заботы и продолжайте идти к своей цели. Я благословляю вас огромной силой и способностью быть настойчивыми. Напишите «Спасибо, Бог, за то, что послал мне что-то удивительное». Чтобы заявить об этом, послание вашего ангела на сегодня состоит в том, что для вас это будет особенный день. Вы сможете воплотить в жизнь все свои мечты и сделать шаг вперед к финансовой независимости. Ваши ангелы зарезервировали для вас особое место, где вы сможете проанализировать свое прошлое, свой рост, свои ошибки, свои сильные и слабые стороны. Это прекрасная возможность для вас пересмотреть свои прошлые ошибки и построить лучшее будущее, исправив их и отказавшись от саморазрушительных привычек. Перестаньте сомневаться в себе и исключите из своего разума все негативные и самообоснованные мысли. С уважением и приветствуем ваш день с новым энтузиазмом, уверенностью и легкостью. Ваша жизнь и карьера будут процветать в условиях порядочности и честности. Ваши мысли повлияют на вашу будущую тренировку, поэтому всегда будьте позитивны и верьте в себя. Давайте идти с уверенностью, зная, что ваша верность подобна солнцу, которое никогда не заходит, всегда присутствует в нашем путешествии, как река неумолимо течет к морю. Пусть мы плывем по Твоей воле, путешествуя по неизведанным водам с верой и мужеством. В Вашем присутствии мы находим исцеление от ран прошлого и силу для преодоления трудностей настоящего. Мы помним моменты, когда посреди трудностей мы испытали Ваши восстанавливающие прикосновения, обновившие нашу надежду и подтвердившие нашу цель как благословение, превосходящее человеческое понимание. Ваше присутствие в нашей жизни – это маяк, который ведет нас в самые темные ночи. Приближаясь к завершению этой молитвы, Господь, мы опечатываем наше сердце благодарностью, благодарными за обещание Нового года, наполненного благословениями, превосходящими всякое понимание. С нетерпением ожидая года преображения, роста и проявления Твоей славы, мы вверяем наши пути в Твои руки, уверенные, что по Твоей милости мы сможем жить согласно целям, которые Ты для нас наметил. О Божьей вечности, когда эта молитва разворачивается перед Твоими глазами, как свиток, мы понимаем, что каждое слово переплетено с надеждой, которую может дать только Твое обещание. Ты архитектор космоса, дирижер симфонии жизни, и в Тебе мы находим свое прибежище и утешение. В этом новом году, который раскрывается как чистая страница, мы записываем наши желания, мечты и стремления. Мы знаем, что Вы автор нашей жизни, и верим, что Ваша умелая рука продолжит писать главы, полные цели и смысла. Пусть каждый шаг будет синхронизирован с биением Вашего сердца, а каждое решение будет освещено светом Вашей мудрости. В тени Твоих крыл мы находим прибежище, а в Твоем свете – проницательность. Несмотря на неопределенность путешествия, мы верим, что Ваше присутствие будет нашим постоянным компасом, указывающим нам направление истинного удовлетворения. Наши глаза устремлены на Вас, поскольку мы знаем, что, когда мы смотрим за пределы наших обстоятельств, мы видим Вашу суверенную руку, формирующую каждую деталь нашей жизни на стадии существования.
Это позволяет нам играть свои роли с изяществом и смелостью. Пусть каждое действие, слово и мысль будут хвалой Тебе, нашему Создателю и Хранителю. Размышляя о предстоящих днях, мы поощряем друг друга твердо стоять в вере, щедро любить и добиваться справедливости.